Всем привет, меня зовут Аина. Мистика и криминал обитают вокруг нас. Наш город Якутск хранит в себе множество разных историй, начиная от слухов и легенд, заканчивая подтвержденными фактами и доказательствами. Сегодня мы в очередной раз попробуем собрать эти истории воедино и попробуем разобраться, где заканчивается мистика и начинается трагическая цепочка случайностей. А перед началом этого видео не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Приятного просмотра! Каждый раз, проходя мимо озера Сайсара, я ловлю себя на мысли. Оно будто смотрит в ответ. Его гладь спокойна, и за этим спокойствием чувствуется что-то живое. Говорят, что озеро Сайсар – колыбель истории народа Саха. Оно расположено в самом сердце нашего города, и каждый якутянин хотя бы раз проходил мимо него. В любое время года здесь можно заметить людей. Весной – катающихся на лыжах или коньках, летом и осенью – гуляющих возле берега, а зимой – бегунов или прохожих, сокращающих путь от моста до Гемиина. Помимо этого, озеро богато растительностью и живностью. Среди тростника и камышей можно увидеть чаек, уток, трясогузок, андатру и многих других. Кажется, что это просто озеро, но у каждого озера есть свои истории. И озеро Сайсара не исключение. Есть несколько версий, почему озеро называется именно Сайсара. По легенде, имя Сайсара уходит своими корнями в глубокую древность. Оно упоминается в ряде якутских легенд. Одно предание из Илиады Ксенофонтова связывает название Сайсара с озером в речной долине Туймада, окаймленной высокими горами, считавшимися священными. Но есть и другая версия. Говорят, когда якуты впервые пришли из Забайкалья к Лене, они увидели у озера Урасу, в которой жила старушка Венгийка по имени Сайсара. Так и назвали в ее честь. Сейчас озеро Сайсара официально признано объектом культурного наследия, и ему присвоен статус достопримечательного места Святое озеро Сайсара. Но даже у святых мест есть своя тень. Еще несколько десятков лет назад именно это место вдохновило писателя Егора Неймохова на создание книги «Тайна озера Сайсара». Книга основана на реальных событиях конца 70-х, начала 80-х годов. История, начавшаяся с находки на льду. Однажды осенью дети наткнулись на тело молодой женщины на озере Сайсара. Ее убили ударом ножа. Почти сразу нашли подозреваемого. Он признался в убийстве. Но следователь, которому поручили проверить дело, заметил, что-то здесь не сходится. Молодой следователь прокуратуры Захар Эленев начинает собственное расследование. Он идет против давления и распутывает клубок, в котором оказалось больше людей, чем кто-либо ожидал. Прототип Эленева – реальный человек – Макар Яковлев. В те годы старший следователь по особо важным делам прокуратуры ЯССР, а сейчас профессор и заведующий кафедрой уголовного права. По его словам, этот случай произошел в Якутске в 1976 году. Возле озера Сайсара была изнасилована и убита женщина. Она была с 5-летним ребенком. Ребенка у дороги нашел таксист и отвез в отделение милиции. Тут же оперативники выехали на место и в итоге по горячим следам задержали знакомого убитой. Он был сильно пьян, на его одежде нашли следы крови. Впоследствии он во всем сознался и показал свои действия во время следственного эксперимента. Дело передали в прокуратуру. Он подробно допросил подозреваемого и пришел к выводу, что обвиняемый невиновен, после чего отпустил его. Был большой скандал, но следователь стоял на своем и вел расследование. В конце концов, действуя уже не только как следователь, но и как оперативник, он нашел тех, кто действительно совершил это преступление. Их было 4, и он доказал их виновность. Вторая история, которая тоже вошла в повесть, произошла уже в 1980 году. В Оймяконе, на границе с Магаданской областью, геологи наткнулись на 5 тел. Людей убили, и сделали это несколько лет назад. Из Якутска выехала следственная группа. В ходе расследования выяснилось, жертвы и убийцы были нелегальными старателями, которых называли хищники. Люди, которые тайно искали золото. Ради наживы они не щадили ни себя, ни других. Позже он познакомился с журналистом Егором Неймоховым,
который собирался писать книгу в жанре детектив. И следователь рассказал ему про эти два случая. Повесть получилась очень интересной. А также по ее мотивам в Саха-театре поставили спектакль. А спустя десятилетия, в 2016 году, по мотивам книги и этих двух случаев, вышел якутский художественный фильм Кастаса Марсана «Сайсара Кюльге. Мой убийца». Экранизация получилась успешной и стала претендентом на номинацию «Лучший иностранный фильм» кинопремии «Золотой глобус». Но, как вы понимаете, озеро Сайсара славится не только этой историей. Совсем недавно, 17 сентября этого года, в 21:15 поступила информация, как молодой человек прыгнул в воду и не выплыл. По словам очевидцев, он прыгнул в озеро в одежде, проплыл 10 метров и исчез под водой. В рюкзаке, который лежал на берегу, были найдены документы, по которым установили личность утонувшего. Через несколько часов 4 водолаза службы спасения Якутии с гидроакустическим оборудованием нашли тело, всего в 8 метрах от берега. Ему было всего 25 лет. А годом ранее, ночью 24 мая 2024 года, на дне того же озера Сайсара нашли тело еще одного молодого человека 2004 года рождения. У молодого человека за спиной был рюкзак, набитый камнями. Он спрыгнул с середины моста. Под мостом сидела компания, которая услышала всплеск воды и вызвала службу спасения. Однако спасти его не удалось. Для кого-то мост через озеро – это просто красивый вид, а для кого-то это последнее решение всех своих проблем. Но стоит напомнить, что суицид – это не выход. Если вы испытываете похожее состояние, то, возможно, это видео знак того, что пора обратиться за помощью. Мы все можем оказаться на грани, но никто не должен проходить через это в одиночку. Перед тем, как прыгать в озеро, которое не предназначено для плавания, 100 раз подумайте, стоит ли это действие в вашей жизни. Ведь никогда не узнаешь, что может быть на дне озера. Например, в мае этого года очевидцы заметили, что на льду озера Сайсара лежит нечто похожее на труп человека. На место вызова прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки выяснилось, что на льду лежал манекен без головы. Озеро Сайсара и сегодня не отпускает людей. Только за последние годы здесь произошло несколько трагических событий. Люди тонули, исчезали, кто-то видел страшные тени на льду, кто-то странные манекены. Но, скорее всего, это все совпадение. И, возможно, все дело в людях, в их состоянии, мыслях, с которыми они приходят к воде. Так что прежде чем проходить мимо или смотреть на спокойную гладь, стоит задуматься. У этого озера долгая история, и, возможно, оно помнит гораздо больше, чем мы думаем. А совсем недавно жители Якутска обнаружили послание, оставленное на берегу озера Сайсар. Текст сообщения гласит: «Время собирать камни. Если каждый, проходящий здесь, возвратит хотя бы по 10-20 камней на берег, озеро вздохнуло бы свободно. Лед держит, снег еще не выпал». В этом году завершилось благоустройство набережной Сайсара. Вокруг появились дорожки и тротуары. Теперь это одно из самых популярных мест для прогулок. По рассказам очевидцев, некоторые прохожие бросали камни на тонкий лед, возможно, из-за любопытства, проверяя на прочность. Камни так и остались лежать на поверхности, и вскоре появилось это послание. Кто именно оставил послание, неизвестно. Но в целом сообщение звучит как напоминание об уважении к природе и к бережному отношении к новым общественным пространствам. Раз уж мы заговорили об уважении и бережном отношении, то нельзя не упомянуть о самом популярном случае влияния мистики на реальные вещи. Когда-то я вам рассказывала о шаман-дереве озера Сайсар. Но если вы не слышали, расскажу еще раз. Это памятное дерево находится на улице Лермонтова, напротив сквера Матери. Краеведы считают, что в этом дереве живет дух озера Сайсара. По преданиям, оно появилось еще в те времена, когда на этой земле жил сам Эллей, первопредок якутского народа. В 2011 году при реконструкции улицы Лермонтова от озера Сайсара до медцентра дорожные работы подходили к своему логическому завершению, но новая дорога уткнулась в одинокое дерево. Строители должны были спилить его, но сразу же были предупреждены местными жителями, что трогать это дерево категорически нельзя, ведь срубив дерево духа озера,
можно было навлечь на себя тяжкий грех. Общественность стала на защиту дерева, и проект дороги пересмотрели. Трассу сместили чуть левее и оставили дерево нетронутым. Затем дерево было огорожено палисадником, и рядом с ним установили табличку, призывающую жителей города с уважением относиться к древнему культурному наследию. На табличке указано: это дерево – единственный фрагмент нетронутой природы на всем берегу Сайсарского озера, полностью видоизмененным мегаполисом, и единственной черте города Якутска подобного рода объект истории и национальной культуры. Просьба уважительно относиться к историческому месту. Именно такие истории, когда люди не проходят мимо, а защищают свою культуру, и помогают сохранять связь между настоящим и прошлым. Ведь из уважения к таким местам сохраняется уважение к своей культуре. Сегодня озеро Сайсара – место прогулок, спорта, любви и воспоминаний. Но иногда кажется, что вода здесь не просто отражает небо, оно наблюдает. Так что, если вы когда-нибудь будете проходить мимо и вдруг почувствуете, что будто бы на вас кто-то смотрит из глубины, не удивляйтесь. Возможно, это все игра света. Помните, мысли и фантазии только в нашей голове. Если вам понравилось видео, можете написать комментарий и сделать репост. Это очень поможет продвижению канала. А на этом все. С вами была я, Аина. Пока.